Главной темой комитетского заседания стал проект о внесении изменений в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. Могут быть под разным углом рассмотрены эти вопросы, но намерение поддержать органы внутренних дел в вопросе ужесточения мер. На мой взгляд, на сегодняшний день ужесточению мер и установлению дисциплины со стороны МВД нет альтернативы. Плюс различные технические возможности в этом отношении мы должны поработать все вместе. Я уверен, что депутаты поддержат. Более того, мы намерены осуществлять парламентский контроль в рамках этой деятельности, хотя, скорее всего, будет создана небольшая рабочая группа, которая будет тесно общаться с органами внутренних дел по данным вопросам. Проект закона предлагает ужесточение ответственности за такие нарушения, как превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима, нарушение правил обгона, разворота и многое другое. Хочу обратить ваше внимание на то, что в качестве меры реагирования ориентировочно в начале декабря прошлого года, уже исходя из понимания сложности ситуации в течение 2022 года, президентом была направлена инициатива в парламент на рассмотрение вопроса о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся регулирования дорожного движения, правонарушений в этой сфере в частности. В этой связи профильными органами были подготовлены соответствующие предложения. Предложения связаны с, на наш взгляд, существенным увеличением мер ответственности за совершение отдельного рода правонарушений по ходу дорожного движения. Значит, хочу подчеркнуть и поблагодарить коллег с парламента, депутатов вас в том числе, за то, что очень активно на протяжении определенного времени мы с вами обсуждали концептуально возможности реализации предложений в сфере ужесточения этих мер. Мы проговаривали в рабочем порядке механизмы увеличения, рассматривали самые разные варианты, и некий консенсусный вариант на сегодняшний день был выведен. Проект закона предусматривает наложение административного наказания в случаях, когда нарушение зафиксировано специальными техническими средствами с функциями фото- или видеозаписи. Проектом закона предусматривается дополнение Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях отдельной статьей, которая предусматривает административную ответственность за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Таким образом, проект закона предусматривает установление административного штрафа в размере 80 минимальных размеров оплаты труда с лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения, в связи с чем проектом закона предусматривается отдельная административная ответственность за повторное в течение года совершение вышеуказанного административного правонарушения. Здесь речь идет о том, что предусматривается ответственность в виде административного штрафа в размере 140 минимальных размеров оплаты труда с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год. Согласно проекту закона, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения также предусматривается штраф 800 МРОТ и лишение права управления на 6 месяцев. Повторное нарушение влечет арест на 15 суток с лишением права управления на 1 год. Проект закона обсуждался депутатами совместно с правоохранителями. По некоторым пунктам предлагался ряд изменений и поправок. Я бы предложил все-таки внести изменения в 24-ю статью Кодекса, которая будет предусматривать необходимость повторной сдачи экзамена. Почему я об этом говорю? Все-таки человек, в принципе, который готов оплатить штрафные санкции, но тем не менее это на него не повлияет в следующий раз не нарушать. А необходимость сдачи повторного экзамена и так далее, совокупность подобного рода административных взысканий, оно, мне кажется, повлияет гораздо эффективнее. На заседании были затронуты многие вопросы, касающиеся в целом проблем на дорогах и, в частности, эффективных путей их решения. Работа сотрудников ГАИ также стала одной из тем обсуждения. Я понимаю, что на практике, конечно, все не так, как мы хотели бы и как закладываем здесь обсуждая. Безусловно, у нас есть перекосы, но это человеческий фактор. Тут мы от этого ничего не уйдем. Но я вообще, честно сказать,
недалекой перспективе, планирую, у нас идет большая работа, у нас будут планшеты у сотрудников. Мы вот сейчас там, проводим ряд... Он уже не будет, как вот сегодня выписал и так далее. Он по планшету смотрит, он даже ему сразу будет вручать, если есть ранее им нарушенные нарушения, он ему на месте и будет и постановление вручать и так далее. То есть я хочу, во-первых, стационарные посты. Мы же не можем написать закон для стационарных постов, не для стационарных постов, правильно? Все-таки будем верить в то, что нравственность моих коллег и там в целом будет расти. Согласно проекту закона, одним из основных видов наказания будет являться штраф. У меня, в принципе, по смыслу никаких замечаний нету, за исключением, что мы договаривались, что мы не будем использовать количество минимальных размеров оплаты труда и будем уже конкретную сумму вписывать. Нам нужно готовить пакет, таблицу внесения изменений, чтобы конкретная сумма была, потому что 60 рублей вечно эта сумма не будет. Мы будем эту норму пересматривать. То, что говорил Владимир Сергеевич, это вопрос ближайшей перспективы, когда будут планшеты и единая база данных. Сегодня ее нет, и поэтому сегодня он на свое, как говорится, решение принимает сумму штрафа, какую определить. Поэтому, если мы определим одну четкую сумму, то это упростит задачу и нам, и людям будет проще это воспринимать, мне кажется. Потом еще же есть такой момент, у нас в течение 5 дней оплачивается 50%. То есть он ему может 3000 назначить, в течение 5 дней у него еще скидка, и в итоге у него штраф получается незначительный. То есть сейчас, понятно, цель не бить рублем, но это же в том числе и на это рассчитаны наши изменения, чтобы ужесточить санкции. Парламентский комитет принял решение вынести законопроект на ближайшее заседание сессии для рассмотрения в первом чтении. Эсма Гуланзе, Раму Камки, Абхазское телевидение.